100 лет исполнилось Чувашскому национальному музею. К вековому юбилею приурочено проведение ряда научных форумов и выставок. Большая экспозиция посвящена людям, которые создавали музей. Национальный музей, тогда он назывался Краеведческим, открылся в 1921 году в доме купца Ефремова. Затем его перевели в здание Успенской церкви, где он находился до 70-х годов. В связи со строительством ГЭС учреждение еще не раз меняло адреса, пока не расположилось в реконструированном историческом здании на Красной площади. Все это время его коллекция пополнялась новыми экспонатами. Организаторы музея хотели сохранить для потомков и уникальную чувашскую вышивку, и артефакты, найденные при раскопках. Все это можно увидеть и в сегодняшней экспозиции. Эта выставка называется «Наследие древнего народа» и рассказывает о том, как в первые годы и последующие, благодаря экспедициям, пополнялся фонд Национального музея. Долгое время музеем руководил народный художник Чувашской АССР Моисей Спиридонов. Акцент был сделан на декоративно-прикладное искусство, и национальный колорит стал определяющим в экспозиции. В последующем фонды расширились, и Краеведческий музей переименовали в Чувашский национальный. Во многом благодаря деятельности художественного музея, благодаря нашим выставкам и экспедициям, созревало понимание национальной культуры как явление эстетического, художественного и символического. Очень важными были годы 80-е, 90-е, когда пересматривался взгляд на деятельность музея, и прежде всего Национального музея, когда музей стал не просто местом сбора материала по краеведению и патриотизму, а именно местом сосредоточения и движения национальной культуры. Под крылом Чувашского национального музея не только основная экспозиция на Красной площади, но и музеи Михаила Сеспеля, космонавтики, вышивки. Его сотрудники тесно взаимодействуют с коллегами из регионов, где компактно проживают чуваши. Предметом научных исследований стали национальные костюмы и этнографические экспонаты. Сейчас проводится большая работа по цифровизации этих материалов и составлению общего каталога. Впереди масштабный музейный форум, который запланирован на апрель. Приглашения уже разосланы во многие музеи России. Александр Осипов, Владимир Синдеев, Вести, Чувашия.